если ты не заслуживаешь. Кто из вас пойдет в магазин и довольно уйдет, если вы платите 1000 сом, вам дадут на 500 сом что-то. Вы довольно уйдете? Тогда почему с компанией так можно поступать? Компания тебе платит, там, не знаю, определенные 20 000 сом, или 25 000 сом, или 15, а ты работу делаешь на 10. Это же харам. Это нельзя. Надо брать только столько, сколько ты стоишь. Но сейчас у нас совсем такое время. Все хотят до обеда работать, после обеда разбогатеют. Еще мозги вообще нет. Еще стоит и говорит, скажите, что делать? Туда отвезти? Я же делаю. Ну, вы же, я же делаю все, что говорите. Что надо делать? Скажите, я сделаю же. Я говорю, ты должен быть врач. Я дальше не буду тебе говорить, что делать. Иди, ищи, найди, учись. Здесь я тебе плачу за то, что ты работу делаешь. У кого из вас в голове щелкнул такой колоссальный вещь? Щелкнул? Тогда хлопайте себе хоть разу. Стратегия. Стратегия – одна из самых важнейших вещей. Знаете, как вы думаете, что такое стратегия? Внимание обратите. Кто из вас, представьте на минуту, представьте, если вы попали бы в 90-х годах, но имея сегодняшние мозги, что-то него по-другому делали бы? Вот было бы здорово, да? Так или нет? А вот скажите мне, пожалуйста, если вы пропустили 90-х годах, я вам скажу вам, если вы сейчас правильную стратегию выберете, вы сейчас намного лучше разбогатеете, чем в 90-х годах. А знаете почему? Потому что рынок позволяет сейчас. Финансовые инструменты есть, возможности есть, технология есть, много вещей, то, что там не было тогда, а сейчас есть. Бизнес-модель. Как вы думаете, что одна из самых основных вещей вашего бизнеса? Это бизнес-модель. Может быть, у вас классный продукт, может быть, у вас классная идея, может быть, у вас классный, можно сказать, команда и так. Но если вы не ту модель используете, вы далеко не пойдете. Ваша модель, как вы преподносите свой продукт, свою услугу, как вы доносите, как вы создадите свой рынок, это бизнес-модель. Разный продукт требует построения разного бизнес-модели. И понятие этого требует профессионализм. Надо хорошо усваивать. Возьму это продукт, выбор продукта. Как выбрать продукт? Именно тот продукт, который будет на самом деле реально принести прибыль и так далее. Иногда бывает хороший продукт. Мне задают вопрос, говорят, Давлатов, мы делаем очень хороший продукт, но нету продажи. И так далее. Как вы думаете, какой продукт будет самым хорошим? Хорошо, я вам скажу 3 показателя. Их вообще больше 10, их просто время, чтобы экономить. Я скажу 3 показателя. Самый первый. Возьмите за тот продукт, который не имеет много остаток. То есть, желательно, чтобы у него не было остатки. Второе. Возьмите за тот продукт, который везде можете его продать. Везде. Хоть в селе, хоть в районе, хоть в городе, хоть везде. Например, скажем, возможно, вот этого я везде продать не могу. Понимаете? Потому что где-то он востребован, где-то нет. Возможно, красные большие там кресла я везде продать не могу. И так далее. То есть, возьмите за тот продукт, который вы в любом месте вы можете его продать. Это очень важный момент. Третий показатель продукта. Возьмите за тот продукт, который постоянно заканчивается. Если она постоянно заканчивается, очень легко постоянные потребители создать. И чем быстрее он заканчивается, тем лучше. Кто понял? Это бизнес, так что бизнес это такое. Дальше, 9. Технология. Ребята, мы живем сейчас в том мире, где очень необходима технология. Сейчас надо свой бизнес принести в интернет. Надо свой бизнес автоматизировать. Знаете, мы сейчас выступаем, с вами разговариваем по Фейсбуке, по-моему. Очень несколько там тысяч людей смотрят нас тоже. Прямая трансляция. Классно же, так? Автоматизация очень хорошо помогает развитию бизнеса. Знаете, раньше, если вы производили или продавали только на рынок Бишкек, или Дурдой, или там, не знаю, Харасу, или где-то рядом, а сейчас вы продаете по всему миру. Здорово, да? Сейчас очень хорошо. Кто из вас по-настоящему хочет разбогатеть, запомните, рынок Кыргызстан маленький. Выходите за пределы этого рынка, хорошо? Кто понял?
Выходите за пределы этого рынка, вы очень далеко пойдете. Рынок очень маленький. Наш народ трудоголик. Мы можем эти вещи делать. За последние 10-20 лет мы научились работать. Мы действительно научились работать. Я же вижу в России, как работает наш народ. Ой-ой-ой, еще как работает. Я помню, организатор, который в Москве у меня тренинг организовала, она была кыргызка отсюда, с Бишкека. И знаете, я видел, однажды она меня пригласила к себе домой. И у нее несколько человек жили. И эти люди, когда приходят, когда уходят, я не понял. Знаете, они как невидимка какой-то. Когда приходят, они работают еще как. Кто из вас в России побывал, наверное, знает об этом, да? Как они работают, ой-ой-ой, это что-то. Это сюда приезжают, все потом по кафешкам ходят, такой балдеет, полгода все потратит, потом обратно уходит. Обратно уходит, обратно то же самое, это выше. Поэтому нам нужно с вами сделать бизнес, который отсюда продает по всему миру. И этих технологий надо научиться использовать. Следующая важная вещь – это рынок. Как выбрать рынок? Какой рынок лучше? Почему надо ту страну пойти или эту страну пойти? По каким показателям надо выбрать? Стоит ли, что в Аше работать, или там же Джалалабаде работать, или Бишкеке работать? Стоит ли, может быть, в другом месте вообще пойти эту работу делать? Как выбрать рынок? Вложите свои деньги, время, усилия туда, что помогает вам добиваться цели вашей жизни, добиваться вам цели вашего развития. Сделайте процесс саморазвития необратимый процесс. Я знаю, что человек очень хочет расти, но порой от того, что вокруг него много мелочи, эти мелочи, ему кажется, что они важнее. Поэтому он везде находит деньги, но кроме знаний. Помните, да, в 2008 году что я сказал? Наши граждане тратили на книгу 5 тысяч в год. Это ужас просто. Сейчас, слава Богу, мы уже начинаем учиться и так развиваться. Как вы думаете, от образования нашего народа зависит качество нашей жизни в этой стране или нет? Да? Зависит? Кто так считает? Спасибо. Я благодарен вам. Спасибо вам. Ну что ж, на этом все. Давайте громкими аплодисментами поблагодарим друг друга за хорошо проведенное и полезно проведенное время. До новых встреч. Всего доброго. До свидания.